Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начнем нашу работу. Сегодня мы с вами проводим вебинар, который посвящен результатам перепроверки работы участников итогового сочинения. Уважаемые коллеги, всех приветствую. Сейчас я переключу на презентацию, с которой мы с вами будем работать, и поэтому видео вам, собственно, не будет видно, будет виден только экран. Итак, уважаемые коллеги, перепроверка работы участников итогового сочинения была проведена членами Республиканского методического объединения. И вот как раз по результатам этой перепроверки мы с вами сегодня и будем обсуждать еще раз те требования, которые у нас есть к итоговому сочинению. Мы будем с вами говорить о критериях оценивания, но вот как раз сквозь призму результатов перепроверки. Итак, уважаемые коллеги, напомню, что мы с вами, конечно, используем при проверке итогового сочинения и при проведении перепроверок, которые инициируются на республиканском уровне, теми требованиями и теми критериями, которые утверждены на федеральном уровне и размещены на сайте Федерального института педагогических измерений. Однако, уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание на то, что к этим требованиям и к этим критериям оценивания итогового сочинения у нас, конечно, с вами есть еще требования, которые разработаны непосредственно. Прошу прощения, коллеги, у нас есть такая небольшая заминочка с точки зрения звука. Я прошу извинить меня. Итак, уважаемые коллеги, у нас, кроме всего прочего, есть еще и рекомендации, которые разработаны Федеральной службой по надзору в сфере образования. И вот эти методические документы сейчас у вас представлены на слайде в виде перечня. Эти методические документы размещены тоже на сайте Федерального института педагогических измерений. И, уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что эти методические документы у нас появляются ежегодно в обновленном формате. Происходит это обычно в конце октября, во второй половине октября. Уважаемые коллеги, вот эти методические документы, методические рекомендации очень важны. Они размещены в том числе и на официальном сайте Службы по надзору в сфере образования и науки. И вот эти методические материалы нужно использовать не только членам, например, школьного методического объединения учителей русского языка и литературы, но и, кроме всего прочего, другим, например, предметным кафедрам или предметным группам, рабочим группам учителей, которые в школе тоже заняты вопросами о том, как развить монологическую речь учащихся в устной и в письменной формах. Уважаемые коллеги, эти методические рекомендации очень будут полезны и учителям истории, и учителям обществознания, биологии, географии, физики, химии, вот учителям всех предметов, на которых учащиеся так или иначе составляют ответы по типу рассуждения, приводят аргументы, оценивают то, насколько аргументы подходят и к теме, которая была задана, или к вопросу, который был сформулирован, и, кроме всего прочего, к тезису, который был сформулирован учащимся. Итак, уважаемые коллеги, конечно, в первую очередь эти методические рекомендации, которые вот как раз у нас и изложены в порядке организации и проведения итогового сочинения, важны для учителей русского языка и литературы. Но в то же время давайте, уважаемые коллеги, будем понимать, что эти рекомендации содержат в себе очень важные аспекты, которые можно использовать в деятельности любого другого учителя-предметника. Мы с вами понимаем, что итоговое сочинение носит надпредметный характер. Поэтому важно эти требования и критерии обсудить с точки зрения того, как они могут обновить контрольно-оценочную деятельность учителей. Какие требования и какие критерии будут актуальными абсолютно для всех учителей-предметников, работающих не только на уровне среднего общего образования, но еще и на уровне основного общего образования.
уважаемые коллеги, не будет лишним, если в образовательных организациях будут, например, обсуждены требования к объему развернутого ответа. Вот какого объема должны быть развернутые ответы на уровне основного общего образования и среднего общего образования? Уважаемые коллеги, не будет лишним, если вот на уровне тоже образовательной организации будут обсуждены вопросы, которые касаются самостоятельности составления устного или письменного развернутого ответа. Уважаемые коллеги, заметьте, что сейчас я не произношу слово «сочинение», хотя мы, конечно, будем подробно говорить о результатах перепроверки итогового сочинения. Но, тем не менее, вот давайте мы будем рассматривать результаты и проверки, и перепроверки итогового сочинения сквозь призму деятельности всех учителей, которые работают на уровне среднего общего образования. И вот если все учителя будут требовать самостоятельность составления ответа в устной или письменной формах, то, конечно, мы с вами убедим учащихся в том, что мы не можем нарушать авторские права и не можем всегда использовать в своих ответах, развернутых ответах, чужие мысли, если мы их цитируем без ссылки к авторам. Коллеги, вот не будет лишним обсуждение критерия с точки зрения грамотности. Уважаемые коллеги, многие из вас, конечно, помнят, что тогда, когда мы с вами реализовывали федеральный компонент государственного образовательного стандарта, еще не переходили к федеральным государственным образовательным стандартам 2009 года, конечно, мы с вами обсуждали единый орфографический режим на уровне образовательной организации. Вот почему-то это требование, да, единого режима, орфографического режима, сглажено сейчас в образовательных организациях. А на самом деле к этому вопросу нужно вернуться, потому что этот критерий, критерий грамотности, должен учитываться не только учителями русского языка и литературы, родного языка и литературы или, допустим, иностранных языков. Вообще единый орфографический режим, единый режим грамотности должен быть актуален для всех учителей-предметников. Уважаемые коллеги, ну вот это такая преамбула для того, чтобы мы с вами перешли, собственно говоря, уже к обсуждению результатов перепроверки. Коллеги, результаты перепроверки будут мной представлены чуть позже. Вы увидите эти результаты. А сейчас давайте мы с вами еще раз посмотрим вот на требования и на критерии оценивания итогового сочинения вот с точки зрения того, что выявили эксперты, члены республиканской комиссии вот во время перепроверки. Уважаемые коллеги, мы с вами помним, что одним из основных требований к итоговому сочинению является требование к объему. Рекомендуемый объем – это 350 слов. Требуемый объем – 250 слов. Это значит, что сочинения, в которых менее 250 слов, сразу оцениваются на незачет. За все сочинение, не только по первому требованию. Это мы с вами очень хорошо знаем. И вот как раз во время перепроверки тех работ, которые были выбраны на уровне республики, мы не обнаружили нарушения этого требования. То есть во всех сочинениях было 250 и более слов. Однако, уважаемые коллеги, давайте мы с вами обратим внимание на некоторые нюансы. И вот сейчас здесь на слайде вы видите, отмечена страница 9 методических рекомендаций. И вот как раз на этой странице методических рекомендаций даны разъяснения по поводу того, каким образом необходимо подсчитывать слова. Коллеги, этот принцип подсчета давно уже идентичен подходам, которые используются при проверке развернутых ответов участников основного государственного экзамена и единого государственного экзамена по русскому языку. Вот на какие нюансы хочу обратить ваше внимание еще раз, потому что вы, разумеется, по результатам этого вебинара будете проводить мероприятия для учителей в 10 классах, в 11 и в 9 классах тоже, может быть и в принципе для разных учителей-предметников. Итак, коллеги, во время подсчета слов мы с вами обязательно должны учитывать написание имен собственных, в частности, имен отчеств авторов, которые упоминаются в сочинении. Мы с вами помним, что инициалы и фамилия – это одно слово, но если ребенок пишет и имя, и отчество, и фамилию автора, которого упоминает, то, конечно, это будут сразу 3 слова.
Уважаемые коллеги, вот этот нюанс иногда не называют детям. И поэтому бывает, что, в принципе, достаточно хорошее сочинение мы не можем зачесть по первому требованию, потому что ученик, например, использует имя, отчество автора или, допустим, исторического деятеля или общественного деятеля, политика, вот только указывая инициалы и фамилию. Вот обратите на это, пожалуйста, внимание, и в то же время обратите внимание на употребление числительных. Вот в тех работах, которые были как раз направлены на перепроверку, но не было числительных, которые бы учащиеся использовали для обозначения века, для обозначения конкретного года, допустим, но тем не менее и такие варианты бывают. Напоминаю, уважаемые коллеги, что тогда, когда ученик использует некое число и записывает его цифрами, то мы понимаем, что все эти 3 цифры – это одно слово. А если уже он пишет словами, например, 1941 год, то мы с вами понимаем, что это сразу 5 слов. 1941 и еще и год. Уважаемые коллеги, вот здесь же на странице 9 методических рекомендаций у нас отмечены как раз нюансы, связанные с неправильным написанием слов. Например, ученик неверно написал прилагательное с «не» раздельно. При этом в предложении нет противопоставления, которое выражено, допустим, при помощи антонимов и при помощи противительных союзов, противительного союза «а». Допустим, нет слов, которые усиливают отрицание. И, допустим, нет предположительного противопоставления, то есть слово должно писаться слитно. Уважаемый, при этом эксперт, член комиссии, который проверяет итоговое сочинение, конечно, выносит орфографическую ошибку, это безусловно, но вот это прилагательное, неправильно написанное с частицей «не», а оно должно быть с приставкой «не», оно будет засчитано за 2 слова. Потому что мы с вами считаем так, как ребенок написал. И он тоже, когда подсчитывает итоговое количество слов, делает точно так же. Он подсчитывает слова с пробелом. Поэтому, коллеги, вот эти нюансы, еще раз, конечно, с учителями теперь уже, которые работают в 10 классах и ведут как раз подготовку десятиклассников к итоговому сочинению, необходимо обсудить. Уважаемые коллеги, вот следующий важный нюанс – это требование к самостоятельности. Коллеги, вот здесь тоже необходимо остановиться, потому что во время перепроверки были выявлены работы, в которых есть подозрение на плагиат. Коллеги, напомню, по этому требованию ученик, конечно, имеет право прямо или косвенно цитировать не только текст произведения, которое он сейчас, например, приводит в качестве аргумента в своем сочинении. Он может цитировать, например, обзорные или аналитические литературно-критические статьи, рецензии, аннотации, например, на спектакле. Вот в этом году это было очень актуально в связи с одним из направлений итогового сочинения. Но при этом, уважаемые коллеги, такое цитирование засчитывается только тогда, когда есть указание на авторство. Мы с вами понимаем, что если ученик использует, вот, например, из той литературно-критической обзорной статьи, да, которая анализировалась на уроке, вот использует целые фрагменты, то, конечно, это будет уже не цитирование, это плагиат, это воспроизведение чужого текста. Вот очень часто под воспроизведением чужого текста вот члены комиссий на уровне образовательных организаций, которые ведут проверку, засчитывают только те фрагменты сочинений, которые, например, размещены в открытой сети интернет. Но на самом деле это вообще любой чужой текст, в том числе и, например, те тексты статей, которые размещены в учебнике, это тексты сочинений, которые, например, размещены в печатных источниках, в библиотеках наших образовательных организаций. Еще много таких сборников, поэтому обратите, пожалуйста, уважаемые коллеги, на это внимание. А вот в рамках перепроверки на республиканском уровне работ участников 2021 года, 2022 учебного года, вот как раз и был выявлен плагиат внутри аудитории. Уважаемые коллеги, это означает, что участники итогового сочинения
имели возможность поработать каким-то образом вот с теми фрагментами, которые совпали в одной аудитории. Коллеги, это очень важный нюанс. Учитывайте его, пожалуйста, тогда, когда будете вот организовывать, например, как раз работу по перепроверке непосредственно на уровне образовательной организации или на уровне муниципалитета. Вот я сейчас уже обращаю внимание на те тематические работы, которые у вас, например, запланированы для учащихся в 10 классах во втором полугодии и для учащихся будущих 11 классов в следующем уже учебном году. Вот очень важно эти тематические работы, диагностические работы внутри классов, на уровне образовательной организации или на уровне муниципалитета все-таки проверять перекрестно. Коллеги, особенно это важно, если, допустим, в образовательной организации работает только один учитель, в силу разных обстоятельств он же и внесен в комиссию по проверке этих, он же и проверяет эти работы. Поэтому вот для того, чтобы показать, да, учителю, каким образом работать с критериями, допустим, это, ну, учитель начинающий, да, предположим, что у нас вот такая сложная ситуация, то, конечно, необходимо позаботиться о том, чтобы была проведена перекрестная проверка между двумя образовательными, допустим, организациями. То есть вот в такое сотрудничество нам нужно научиться с вами вступать, чтобы мы с вами научились находить плагиат и внутри аудитории. Коллеги, вот повторю для тех, кто только сейчас подключается, мы говорим о самостоятельности написания итогового сочинения в ключе перепроверки работ на республиканском уровне. Перепроверка проведена в декабре 2021 года. Она инициирована на республиканском уровне в отношении тех муниципалитетов, в школах которых все 100% детей получили зачет по всем 5 критериям и по 2 требованиям. Мы с вами понимаем, что, разумеется, есть дети, и это здорово, что их с каждым годом становится все больше и больше. Есть дети, которые действительно получают зачет по всем требованиям и по всем критериям. Это очень хорошо, замечательно. Но для того, чтобы мы с вами понимали, объективно или не объективно проверены эти работы, их ежегодно перепроверяют. И есть муниципалитеты, есть образовательные организации, в которых совпадает проверка на уровне образовательной организации и перепроверка на уровне республиканском. Но вот в этом году было выявлено подозрение на плагиат. Коллеги, почему говорю подозрение? Потому что мы, конечно, не можем это ни доказать, ни опровергнуть, но при этом мы, члены комиссии республиканской по перепроверке, обращаем внимание на то, чтобы самостоятельность написания сочинения перепроверялась и в том числе вот и на уровне образовательной организации, вот в тот момент, когда вы непосредственно уже работаете с тематическими диагностическими работами. Прошу прощения, коллеги, за повтор. Коллеги, обратимся к следующему критерию. Это вот как раз соответствие теме итогового сочинения. Коллеги, мы с вами знаем, что это один из самых сложных критериев во время проверки. Он правда сложный. Коллеги, напомним, что зачет по этому критерию ученики получают тогда, когда они рассуждают. Коллеги, обратите внимание, у нас с вами это есть не только в критериях проверки, но и в методических рекомендациях Рособорнадзора, на которые я уже сегодня ссылалась, показывала, где вы можете их найти. Итак, коллеги, сочинение итоговое представляет из себя рассуждение на предложенную тему. Поэтому вот одна из ошибок, наиболее частотная, которая появляется у нас в рамках итогового сочинения, это вот как раз ошибка, связанная с тем, что дети не формулируют тезис, не отвечают напрямую на вопрос или не поясняют ту цитату, то утверждение, которое дано в качестве темы сочинения. Как правило, такие сочинения выглядят следующим образом.
ученики упоминают, вот это тоже ошибка, которая была выявлена во время перепроверки работы участников итогового сочинения 21-22 учебного года. То есть, как правило, дети во вступлении, коллеги, заметьте, не в тезисе, во вступлении упоминают ключевые слова, коллеги, не темы, а направления. Вот этот вот нюанс очень важен. Дети должны работать по теме итогового сочинения. Да, безусловно, во вступлении ученик может обратиться вообще к формулировке этого итогового направления. Тем более, что оно на распечатке, там же, где ребенок видит тему итогового сочинения, есть в сносках. Поэтому во вступлении это возможно. Но тогда, когда помимо вступления больше ничего нет, никакого тезиса, и ребенок сразу переходит к аргументам, мы с вами понимаем, что он очень легко уходит от темы сочинения. И вот как раз во время перепроверки были выявлены такие работы, в которых дети вместо того, чтобы размышлять о том, как же слово, когда же, в какой ситуации слово становится преступлением, размышляли только о том, что есть преступление. И поэтому при приведении литературных аргументов в основной части своей работы ученики тоже работали только с тем, что такое преступление. И тема-то ведь не раскрыта. Вот обратите на это внимание. Понятно, что итоги, прошу прощения за повтор сейчас, но вот итоги итогового сочинения не подлежат пересмотру, но тем не менее перепроверка, она позволяет выявить вот такие проблемные зоны в проверке сочинения, которые вот сейчас мы с вами и обозначаем. Итак, коллеги, вы, конечно, помните о том, что если ученик не выбрал путь раскрытия темы, если у него сочинение состоит вот из таких фрагментов, отдельных, между собой несоединенных, коммуникативным замыслом, то, конечно, он получает незачет не только по первому критерию, но и целиком за сочинение. Ну вот, опять же, повторю, для тех, кто только присоединился и присоединяется, уважаемые коллеги, вы увидите, сколько процентов сочинений, которые были отправлены на перепроверку, вот в скольких процентах сочинений у нас с вами незачет по первому критерию все-таки мог бы быть поставлен, мог бы быть. Коллеги, следующий, тоже очень сложный критерий для проверки, это, собственно говоря, привлечение литературного материала. Вот следует отметить, что во всех работах, которые были направлены на перепроверку вот по итогам 2021-2022 учебного года, да, по написанию декабрьского сочинения, вот во всех работах был литературный материал. Это здорово. Во всех 100% работ, которые были на перепроверке, это художественные произведения. Но вот пока, по всей видимости, может быть, и дети чуть опасаются, но вот пока мы с вами не видим очень хороших примеров, когда в качестве литературного материала учащиеся обращаются, допустим, к краеведческой научно-популярной литературе или, может быть, вот как раз к литературно-критическим статьям, которые посвящены, например, постановкам на сцене, например, к рецензиям по фильмам. Ну вот пока, наверное, таких литературных аргументов немного. Но я почему-то думаю, что на уровне республики они тоже есть. Итак, литературный материал был, однако во время перепроверки были выявлены работы, вы долю потом увидите этих работ, которых литературный перемер невозможно идентифицировать. На уровне образовательной организации эти сочинения были зачтены. А вот непосредственно во время перепроверки членами Республиканского методического объединения учителей русского языка и литературы вот эти работы были оценены как на незачет. Назову, что это за были ошибки, а вы, пожалуйста, уважаемые коллеги, доведите до сведения своих коллег и учитывайте в своей работе. Вот в этих работах был назван автор современный, был назван герой, но у этого автора циклы произведений, причем не один цикл, циклы произведений. Вот вы, конечно, знаете, да, что это в основном авторы западноевропейские, японские, корейские, которых читают наши дети. Иногда есть подозрение на то, что в основном, конечно, смотрят сериалы, но мы никак не можем это подозрение ни подтвердить, ни снять. Поэтому будем надеяться на то, что это все-таки прочитанные произведения. Ну так вот,
Автор назван, герой назван, произведение или произведения, или хотя бы название цикла нет. Когда эксперт начинает перепроверку и обращается к этим произведениям, опубликованным в сети, то мы, конечно, не можем идентифицировать конкретное произведение и не можем говорить о том, что да, действительно, сюжет воспроизведен правильно, здесь нет фактических ошибок, нет искажения замысла автора. Мы не можем этого делать, потому что сюжет преподнесен в общих фразах. Поэтому вот здесь, в этих работах, с точки зрения привлечения литературного аргумента, конечно, есть вопросы по поводу того, почему поставлен зачет. Потому что нет никакой возможности доказать, что ребенок работает по конкретному произведению, знает это конкретное произведение, не допускает ошибок в сюжете этого конкретного произведения. Потому что те сюжеты, которые приведены в сочинениях, они очень общего характера. Более того, если набирать, например, не фамилия, имя, отчество автора и героя, да, а, допустим, набирать сюжет, то мы выходим на сюжетные линии еще как минимум 4 авторов. И поэтому возникает вопрос, а то ли это произведение хотел анализировать ребенок, привести в сочинение. Итак, уважаемые коллеги, вот сейчас перед вами на слайде требования к итоговому сочинению, критерии к итоговому сочинению, и мы с вами знаем, что они обязательные. То есть без этих требований, без этих критериев ребенок не может получить зачет за всю работу. Ну вот как раз по требованию 2, по критерию 1 и по критерию номер 2 вот во время перепроверки выявлены нюансы, которые я сейчас вам, уважаемые коллеги, и озвучила. Уважаемые коллеги, продолжим. И вот теперь давайте мы с вами обратимся непосредственно и к другим критериям, по которым тоже выявлены незачетные работы. И я позволю себе обратить внимание вот на те нюансы, которые на уровне образовательной организации не были в должной мере учтены. И вот это вот как раз вопрос по поводу объективности проверки, да, насколько объективно была проведена проверка. Итак, критерий номер 3. Композиция и логика рассуждения. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, этот критерий предполагает, что эксперт должен соотнести между собой тезис и доказательства, увидеть, что в работе действительно есть тезисно-доказательная часть. И вот как раз в работах, которые были направлены на перепроверку, были выявлены следующие ошибки, типичные ошибки. Во вступлении мы вместо тезиса видим только определение понятия, причем понятие взято не в преломлении к теме итогового сочинения, а вот напрямую из формулировки направления. Это не лишняя работа, коллеги. Безусловно, мы работу по подготовке к итоговому сочинению начинаем как раз с того, что осмысляем те ключевые понятия, которые есть в формулировке направления итогового сочинения. Это, безусловно, так. И во вступлении ребенок может обращаться к определению понятия, оно помогает ему сосредоточиться на теме сочинения. Но в тех работах, по которым рекомендовано было бы пересмотреть с точки зрения критерия 3, вот как раз и было выявлено, что помимо этого вступления, помимо этого определения, больше тезиса, который бы связывал доказательную часть с темой сочинения, нет. Поэтому еще раз обратим на это внимание, также обратим внимание на основную часть. Коллеги, конечно, имеет право ученик в рамках итогового сочинения пересказывать элементы сюжета или весь сюжет. Но, тем не менее, уважаемые коллеги, итоговое сочинение существует уже с 2014-2015 учебного года. За это время, конечно, мы уже накопили с вами методику написания сочинения по теме, которая сформулирована в виде вопроса, в виде цитаты или в виде темы, да, темы ремы, да, темы любви, допустим, в произведениях Бунина. Уважаемые коллеги, и поэтому мы с вами прекрасно понимаем, что учащиеся 11 класса, которые готовятся к ЕГЭ по русскому языку, должны так или иначе интерпретировать тот литературный аргумент, который они приводят. И интерпретировать по отношению к теме.
Коллеги, я вот сейчас не произношу слово «анализировать», потому что его у нас нет в критериях, но тем не менее интерпретация, оценка, отношение к литературному аргументу, а значит к событиям, которые представлены в литературном произведении, к героям, к их характерам, к их образам, к их мыслям, к их ценностям жизненным. Конечно, этого бы уже очень хотелось видеть в итоговом сочинении. Но, тем не менее, давайте мы еще посмотрим на одну ошибку. Это ошибка, связанная с выводом. И очень часто мы с вами это видим не только в итоговом сочинении, но еще и в ЕГЭ по русскому языку. Мы с вами видим, что дети в выводе пишут о том, что они очень благодарны за то, что им дали возможность поразмышлять на эту тему. Коллеги, мы с вами понимаем, что это клише неуместно, оно никак не связано с темой сочинения. Поэтому, уважаемые коллеги, вот еще раз давайте мы с вами и с детьми обсудим те типичные ошибки, которые видим в их работах. Итак, уважаемые коллеги, мы понимаем, что если ребенок получает не зачет по третьему критерию, он еще может получить зачет по четвертому и пятому критериям, и тогда при наличии зачетов по требованиям 1, 2 и по критериям 1, 2, он может получить зачет за всю работу. Коллеги, итак, тезисно-доказательная часть в некоторых работах, которые были направлены на перепроверку, не была засчитана, потому что, собственно, и не было тезиса. И тот аргумент, который был приведен литературный, та основная часть сочинения, которая была сочинена выпускником, будущим выпускником 11 класса, учащимся 11 класса, не является доказательной. Поэтому обратите внимание, в рамках написания тематических работ на уровне класса или на уровне школы, на уровне муниципалитета, чтобы о таких работах разговаривать с детьми сразу же. Теперь давайте мы с вами посмотрим на критерий 4. Это, собственно, качество письменной речи. Коллеги, мы с вами понимаем, что этот критерий представлен достаточно общо в методических рекомендациях. И мы говорим о том, что незачет получают те учащиеся, в чьих работах качество речи существенно затрудняет чтение сочинения. Никакого подсчета слов здесь, конечно, нет. Но, тем не менее, уважаемые коллеги, работы, в которых качество речи не позволяет понять даже логику развития мысли ребенка, были во время перепроверки выявлены. Вот в этих работах в основном были допущены ошибки, причем многочисленные, связанные с непониманием лексического значения слова. Уважаемые коллеги, одно дело, когда очень такой небольшой словарный запас, и когда ученик действительно повторяет и повторяет одни и те же и слова, и конструкции. Вот это одно дело. Но другое дело, когда мысли эксперта каждый раз запинается, потому что эксперт не может понять, в каком контексте сейчас используется то или иное слово. Вот обратите внимание на такие сочинения при перепроверке были выявлены. Вот теперь давайте мы посмотрим на критерий 5, грамотность. Мы с вами знаем, что в рамках этого критерия проверяется наличие орфографических, пунктуационных ошибок, но, уважаемые коллеги, здесь же еще и проверяются, учитываются грамматические ошибки. Так вот, были выявлены работы, в которых было допущено более чем нормами предусмотрено грамматических ошибок. И поэтому вот как раз с этой точки зрения обратим ваше внимание еще вот на такой нюанс. В методических рекомендациях у нас как раз даны рекомендации по поводу подсчета ошибок. И мы с вами знаем, что эти ошибки, ну вот условно, да, делятся на количество слов в работе, и таким образом ведется подсчет. Но еще раз, уважаемые коллеги, мы учитываем и орфографические, и пунктуационные, и грамматические. Вот как раз в работах, которые были на перепроверку направлены, были выявлены грамматические ошибки. Но вот помимо того, что обращу ваше внимание на грамматические ошибки, вот обращу внимание на тот нюанс, который у нас есть с вами в методических рекомендациях по проверке итогового сочинения. Коллеги, те из вас, которые состоят, например, в комиссии по проверке ЕГЭ по русскому языку или проверяют работы в формате ЕГЭ по русскому языку задания 27-го, например, на уровне школы, или, может быть, вас включают в комиссии на муниципальном уровне. Вот мы, конечно, с вами прекрасно понимаем о том, что нужно учитывать не грубые, а однотипные повторяющиеся ошибки.
Коллеги, обратим внимание на то, что среди грамматических ошибок нет ни грубых, все ошибки грубые, нет однотипных. Вот сколько раз ребенок ошибся в построении предложения с однородными членами, вот столько раз мы с вами ошибку и выносим. И среди грамматических нет повторяющихся ошибок. Поэтому обратим внимание вот наших коллег на то, чтобы они работали более тщательно с грамматическими ошибками, потому что мы с вами понимаем, что если вот сейчас, да, ребенок получил по критерию 5 зачет, а потом на ЕГЭ по русскому языку по критерию К9 он получит не зачет, то это, конечно, будут вопросы по отношению к объективности проведения проверки. И вот по этому параметру, по этому показателю школа как раз может быть проверена и по результатам всероссийских проверочных работ. Коллеги, мы с вами знаем, что по результатам всероссийских проверочных работ у нас есть рейтинги школ, которые отнесены к школам с необъективными результатами, и пока у нас не ведется такой рейтинг по результатам итогового сочинения ОГЭ или ЕГЭ, но при этом, коллеги, вот эти параметры соотношения итогового сочинения ОГЭ, ЕГЭ, ВПР используются. Поэтому обратите на это внимание, чтобы все ошибки были действительно учтены. Коллеги, напомним, да, о том, что среди пунктуационных есть не грубые, но среди пунктуационных нет однотипных и повторяющихся. То есть каждый раз, когда ребенок пропускает, допустим, запятую или ставит лишнюю запятую, даже если при этом он допускает нарушение, ну, например, только в сложно сочиненных предложениях или только в сложно подчиненных предложениях, да, все равно это будет каждый раз отдельная ошибка. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну а вот дальше мы с вами видим здесь на слайде, я зачитывать, конечно, все примеры не буду, но дальше мы с вами должны на уровне образовательной организации очень тщательно обговаривать каждый раз, приступая к проверке, что у нас среди орфографических есть однотипные, повторяющиеся и негрубые ошибки. Опять же, эта сноска у нас есть с вами в методических рекомендациях. А вот теперь, уважаемые коллеги, собственно говоря, на слайде вы видите результаты перепроверки. Понятно, что здесь безотносительно каким бы то ни было муниципалитетом или образовательным организациям. Уважаемые коллеги, обратите внимание, сколько процентов работ было признано несамостоятельными. И вот это вот как раз те работы, в которых плагиат был обнаружен на уровне аудитории. То есть не в сети интернет дети брали, да, готовое сочинение, не в печатном каком-то источнике, а вот на уровне аудитории между теми ребятами, которые писали сочинение, непосредственно находясь вот в одном классе. Коллеги, посмотрите, сколько процентов работ у нас было не зачтено по критерию 1, по критерию 2. И вот смотрите, как растут проценты тогда, когда мы с вами переходим, ну, скажем так, к формальным критериям. Слово «формальный» в данном случае означает, что мы оцениваем уже не содержание, а форму речи, логику ученика. И вот посмотрите, сколько работ было не зачтено при перепроверке по качеству письменной речи. Мы с вами знаем, что этот критерий соотносится, коррелируется с критериями К6, К10 на ЕГЭ по русскому языку. И это очень важно, потому что как раз по этому показателю итоговое сочинение и результаты единого государственного экзамена школы тоже перекрестно потом перепроверяют. Поэтому обратите внимание, конечно, еще раз повторюсь, на итоговом сочинении не ведется подсчет количества речевых ошибок, и тем не менее, если уже есть трудности в понимании речи ученика, то об этом нужно говорить вот в начале, да, даже, может быть, в начале 10 класса, не только 11 класса, чтобы он понимал, над чем именно в работе нужно еще поразмышлять, перепроверить. Ну и, наконец, посмотрите, пожалуйста, по критерию 5 в 15% работ были выявлены незачетные работы. Еще раз повторю, что это были выявлены работы, в которых не учтены грамматические ошибки. Если учитывать только орфографические пунктуационные ошибки, да, за работу можно поставить зачет. А если учитывать все грамматические ошибки, то нет. И вот обратите внимание, этот критерий у нас коррелируется на едином государственном экзамене по русскому языку сразу по 3
тоже критериям К7, К8 и К9. И ученик должен понимать, что если сейчас он допустил, допустим, ну вот 7 ошибок на 270 слов, то, конечно, он получает зачет. Но, простите, за это же количество ошибок на ЕГЭ он уже получит невысокие баллы. Ну, вот в зависимости от того, сколько у него будет сочинений, да, слов, но он может получить даже и 0 баллов. Вот об этом нужно говорить не только с учителями, но и с детьми, и объяснять эту ситуацию и родителям тоже. Уважаемые коллеги, вот я надеюсь, что такая работа разъяснительная на уровнях ваших образовательных организаций проведена, чтобы дети понимали, что они сейчас получили зачет, но при этом на поля вынесено столько-то ошибок. И если мы посмотрим на критерии оценивания задания 27-го сочинения по прочитанному тексту на ЕГЭ по русскому языку, то это вот как раз уже будут баллы несколько другие. Вот на этот нюанс хотелось бы обратить ваше внимание тоже вот по результатам перепроверки. Уважаемые коллеги, а теперь давайте мы с вами посмотрим на те риски, которые вот как раз есть, существуют при организации проведения проверки итогового сочинения на уровне образовательной организации. Коллеги, конечно, риск связан в большей степени с недостаточным уровнем развития профессиональных навыков, сформированности профессиональных навыков тех работников, которых включают в комиссию по проверке. Коллеги, вот этот нюанс нужно рассматривать вот с той точки зрения, что нам иногда не хватает элементарного обсуждения требований и критериев проверки итогового сочинения. Коллеги, вот этап согласования очень важен. Даже если учитель в этой образовательной организации работает один. Тем не менее, нужно инициировать этап согласования, например, с той образовательной организацией, которая находится недалеко, и можно провести, например, это согласование через Zoom-подключение, через вебинар. Можно это согласование провести, коллеги, не работу, а согласование понимания требований, критериев проверки. Вот сейчас речь не о работах, поймите правильно. Вот это согласование можно, конечно, провести и через метод-кабинет, то есть инициировать такой запрос в адрес метод-кабинета или метод-центра, или методиста, который есть в муниципалитете, и вот попросить провести такое мероприятие по как раз согласованию подходов к проверке итогового сочинения. Коллеги, очень, конечно, важно, вот тоже, опять же, до проверки, до того, как уже эксперты, члены комиссии по проверке увидят работы, вот очень важно провести анализ формулировок и тематических направлений итогового сочинения, и самих тем итогового сочинения. Вот это очень важный этап, чтобы обговорить между коллегами то, какие мы предполагаем формулировки тезисов, какие мы предполагаем интерпретации, оценки литературных аргументов и какие мы в связи с темами итоговых сочинений предполагаем затруднения учащихся. Вот это вот очень тоже важный момент, потому что он связан с риском того, что, может быть, не до конца будут поняты вот как раз тезисы и аргументы детей, если такое обсуждение не будет проведено заранее. Коллеги, разумеется, на уровне образовательной организации, опять же, если это только один учитель, то нужно инициировать работу с метод-кабинетом, чтобы это было, например, в сотрудничестве с другими образовательными организациями. Но важно инициировать вот проведение практикумов с анализом конкретных работ, потому что это тоже риск определенный в объективности проверки итогового сочинения. И вот как раз работа с конкретными заданиями, с конкретными примерами, фрагментами сочинений, она вот поможет обсудить те возможные как раз затруднения, которые могут возникнуть у учителя при проверке, тогда, когда он уже непосредственно приступит к проверке. Вот это вот очень непраздный вопрос, потому что даже и у очень опытных учителей возникают, например, затруднения при проверке по критерию третьему, тезисно-доказательная часть, потому что это один из сложнейших критериев при проверке итогового сочинения. Ну или по критерию пятому, когда нужно поработать с грамматическими ошибками вместе вот с орфографическими и пунктуационными ошибками. Коллеги, ну вот теперь давайте мы с вами посмотрим, какие управленческие решения могут быть приняты по отношению к
педагогическому коллективу, то есть тогда, когда нужно организовать методическую работу с педагогическим коллективом. Коллеги, вот сейчас это будет актуально для учителей, которые работают в 10 классах, потому что, ну, большая часть ребят в 11 классах у нас с итоговым сочинением уже справилась. Вот как бы это ни звучало, может быть, очень теоретически и общо, но тем не менее важно выявить профессиональные дефициты и запросы у учителей, которые вот как раз будут работать непосредственно на точнее говоря, не на, а во время подготовки, прошу прощения, учащихся к итоговому сочинению. То есть мы с вами должны понимать, что с одной стороны, эта оценочная процедура, она допускает, является допуском ребят к государственной итоговой аттестации. Но с другой стороны, эта процедура, итоговое сочинение, позволяет нам, по сути, проверить уровень подготовки учащихся к самостоятельному рассуждению. Ведь примерно идентичные умения учащийся потом будет использовать тогда, когда будет работать с контрольными измерительными материалами на обществознании, на истории, литературе, русскому языку. Конечно, мы можем предположить с вами, что этот ребенок не сдает ни литературу, ни обществознание, ни историю. Ну вот русский язык – это обязательно оценочная процедура, обязательная государственная итоговая аттестация. Но тем не менее, вот этот уровень сформированности умений размышлять по предложенной теме, он, конечно, для нас очень важен. Поэтому вот с этой точки зрения нужно рассматривать итоговое сочинение, и будет здорово, вот если на первых этапах к этому итоговому сочинению, к его проверке, допустим, в сентябре следующего года, или вот сейчас, в апреле, в мае, если такая возможность появится, этого года, текущего учебного года. Вот если вы к проверке содержания, не качество речи, а содержание, вы будете привлекать учителей истории и обществознания, чтобы они тоже посмотрели, какие типичные ошибки есть у тех детей, с которыми они работают в конкретном классе. Коллеги, разумеется, мы с вами должны организовывать работу с педагогическим коллективом по обсуждению принципов и критериев оценивания развернутых ответов. Вот с этого момента я начинала вебинар. Ну и, кроме всего прочего, нам важно в коллективе выявить тех коллег, которые имеют опыт применения критериального подхода к оцениванию. Коллеги, это не обязательно, прошу прощения, это не обязательно учителя и только учителя русского языка и литературы. Это могут быть и другие учителя, в частности, те учителя, которые, например, являются экспертами ОГЭ, ЕГЭ по истории обществознания, по литературе. Вы можете к ним обратиться. И вот этот критериальный подход, использование критериев, необходимо обсуждать вот в каком ключе. Иногда бывает, что образовательная организация на внутриучрежденческом уровне проверяет не столько работу, сколько ученика. И иногда бывает, что мы слышим в профессиональной среде такие комментарии. Да, работа еще слабенькая, но при этом у ученика уже есть прогресс. Уважаемые коллеги, здорово, что если учитель, здорово, когда учитель, прошу прощения, фиксирует прогресс, но это уже декабрьское итоговое сочинение, поэтому здесь мы, конечно, уже должны говорить о сформированных умениях, навыках с точки зрения критериев. И да, действительно, может быть, грамматических ошибок стало меньше в работе, но если при этом их все равно больше, чем предусмотрено нормами, то по критерию 5 ребенок не может получить зачет. Уважаемые коллеги, ну вот теперь посмотрите, пожалуйста, на то, с помощью каких еще методических мероприятий мы с вами можем развивать профессиональные компетенции. Коллеги, вот обратите внимание на то, что важно бы, конечно, с помощью диагностик тематических посмотреть то, насколько учителя владеют критериями и требованиями проверки итогового сочинения, да и в принципе методическими рекомендациями. Уважаемые коллеги, вы, конечно, знаете, что те эксперты, которые участвуют в проверке ОГЭ и ЕГЭ, они проходят такой, скажем так, двойной контроль. У них есть заочный этап обучения и очный этап обучения. И в рамках заочного этапа, и в рамках очного этапа учителя сдают итоговые работы. Они
сами проверяют работы и, кроме всего прочего, отвечают на тестовые вопросы, которые связаны вот как раз с владениями нормами проверки работ, развернутых ответов. Поэтому, коллеги, не будет лишним, если и на уровне образовательной организации такая работа тоже будет проведена. То есть нам нужно выявлять, каждый раз выявлять, в чем конкретно затруднение и в чем может быть потом необъективность, выявлена необъективность при проверке. Ну вот про парные и перекрестные проверки я сегодня уже говорила, но остановлюсь на парных. Уважаемые коллеги, вот тогда, когда еще идет подготовка к итоговому сочинению, конечно, во время проверки диагностических тематических работ, пробных итоговых сочинений, хорошо, если работа проверяется в паре. Непосредственно уже при проверке самого итогового сочинения такое делать нельзя. Работа проверяется индивидуально экспертом, самостоятельно. А вот тогда, когда это тематическая работа, хорошо, если учитель-стажист работает вместе с тем учителем, который, допустим, имеет еще небольшой опыт применения критериального подхода к оцениванию. Вот посмотрите, пожалуйста, может быть, какие-то из этих форм работы для вас будут приемлемыми на уровне образовательной организации. Уважаемые коллеги, вот теперь давайте посмотрим, каким образом еще можно работать на уровне образовательной организации, но теперь уже обращать свое внимание на работу с учащимися. Опять же, уважаемые коллеги, обращу ваше внимание на то, что сочинение как вид работы имеет отношение не только к учителю русского языка и литературы, родного языка и родной литературы. Вот очень важно, чтобы и другие учителя тоже делились опытом того, как они готовят учащихся к развернутым монологическим высказываниям. Здорово, если на уровне вашей образовательной организации учителя истории, обществознания, русского языка, литературы проводят тематические заседания школьных методических объединений или школьных предметных кафедр или проблемных групп, допустим, да, и обобщают этот опыт подготовки учащихся к развернутому рассуждению. Замечательно, если они обсуждают, например, затруднения одних и тех же учащихся в одной и той же параллели, в одних и тех же классах и обсуждают, какие приемы, какие методики они будут использовать при работе с такими учащимися. Коллеги, кроме всего прочего, конечно, можно порекомендовать, и вот теперь уже на уровне администрации образовательных организаций, на уровне руководителей школьных методических объединений, инициировать, коллеги, не контрольные работы, практикумы. Например, инициировать пунктуационные и орфографические практикумы не на уроках русского языка, на уроках литературы, на уроках истории, на уроках обществознания. Коллеги, мы ведь с вами знаем, что на наших предметах, в рамках изучения наших предметов, учащиеся осваивают огромнейшее количество понятий. И вот как раз наши пунктуационно-орфографические практикумы могут быть связаны с тем, чтобы учащиеся, вот, например, тогда, когда дают определение понятию, как раз и поработали над своими орфографическими и пунктуационными навыками. Уважаемые коллеги, вот еще одна такая рекомендация. У нас у всех в муниципальных образовательных организациях проводятся так называемые декады. У некоторых это образовательные события, но тем не менее. У нас с вами бывают такие тематические мероприятия, которые объединяют, допустим, учителей русского языка, учителей биологии, химии, коллеги. Вот можно в рамках таких декад объявлять для всех учителей-предметников одну и ту же тему или один и тот же вопрос. Ну, допустим, мы обращаемся к такому замечательному нравственно-этическому понятию, как совесть. И тогда учителя, например, русского языка пишут сочинения о совести на основе прочитанного текста. Учителя литературы, например, на основе отзывов по произведениям, которые как раз и, в которых, прошу прощения, как раз и поднята тема совести. Учителя истории, учителя обществознания могут обратиться к историческим реалиям для того, чтобы привести примеры бессовестных, допустим, поступков, да, тех исторических личностей, которых они изучают. Ну и так далее.
Уважаемые коллеги, вот если вот такие работы, может быть, и конкурсные работы будут приняты на уровне образовательной организации, это, конечно, разнообразит нашу методическую работу, а учащимся позволит получить дополнительный опыт работы с нравственно-этическими понятиями. А мы ведь с вами знаем, что этот опыт актуален в 9 классе в рамках итогового собеседования. Это третье монологическое высказывание, рассуждение. Этот опыт актуален при написании сочинения в формате 9.3 на основном государственном экзамене по русскому языку. Этот опыт актуален на едином государственном экзамене при написании сочинения по предложенному тексту, если в этом тексте, например, поднята проблема, связанная вот с этим нравственно-этическим понятием, например, проблема отсутствия совести. Уважаемые коллеги, вот теперь давайте посмотрим, что еще может быть предложено для учителей, например, русского языка и литературы. Уважаемые коллеги, вот мы в разных, конечно, образовательных организациях работаем, и в каких-то образовательных организациях у нас большие команды учителей русского языка и литературы, в каких-то всего по одному, по два человека, но тем не менее объединяться тоже можно, например, учителю русского языка, учителю родного языка, но вот учителям русского языка и литературы будут очень полезны практикумы по изучению возможных формулировок тем сочинений. Коллеги, ну вот мы с вами обычно в конце августа узнаем уже утвержденные направления итоговых сочинений, и очень многие ждут, когда появятся, ну, хоть какие-то примерные формулировки тем итоговых сочинений. А на самом деле, коллеги, с 2014-2015 учебного года ничего особого в формулировках тем итоговых сочинений не изменилось. То есть эти темы стали достаточно типичными и прогнозируемыми. Они содержат в себе одни и те же вопросы-клише, они очень похожи по построению, поэтому вот такой практикум по формулировке возможных тем сочинений на уровне школьного методического объединения вполне возможен. Коллеги, это могут быть и практикумы по приемам анализа литературного произведения, и вот это практикум именно для учителей, когда учителя между собой объединяются и обсуждают то или иное, допустим, современное произведение. А вот если мы обратимся, например, еще раз к учащимся, то, конечно, им очень будут помогать при подготовке к итоговому сочинению устные отзывы. Коллеги, я понимаю прекрасно, что нам, конечно, нужна письменная работа. Итоговое сочинение – это письменная работа. Коллеги, но вот такие пятиминутки, устные отзывы, например, тогда, когда вы завершили изучение романа «Отцы и дети», или романа «Война и мир», или завершили изучение повестей и рассказов, например, Куприна или Бунина, или, например, пьес Антона Павловича Чехова. Вот не будет лишним, если после изучения таких крупных произведений или творчества какого-то конкретного автора вы будете давать детям задание какой-то дать устный отзыв по современному произведению с очень схожей тематикой или со схожими героями, а может быть и абсолютно противоположные. Вот такие сопоставления, устные сопоставления, они, конечно, приучат учащихся к тому, чтобы они все-таки выбирали те произведения, которые прочитаны. Мы ведь с вами понимаем, что литературный аргумент дети с трудом интерпретируют, если это аргумент, построенный на основе произведения, которое изучалось на уроке, но сами дети его, к сожалению, не прочитали. Поэтому они с трудом в нем ориентируются, с трудом приводят примеры. Вот обратите, уважаемые коллеги, внимание на то, что вот мы с вами можем как раз говорить с детьми о современной литературе в таком ключе. Уважаемые коллеги, это, пожалуй, весь материал, который можно было бы представить вот по результатам перепроверки итогового сочинения участников как раз этой итоговой процедуры 2021-2022 учебного года. Это вот декабрьское сочинение. Коллеги, я благодарю вас за внимание. Уважаемые коллеги, вот в чате вы можете, конечно, подключить и микрофон, если у вас есть такая возможность. Вы можете сейчас сформулировать еще вопросы, которые у вас остались, допустим, вот по итогам этого рассмотрения.
можете и не по итогам перепроверки. Может быть, у вас есть вопросы по планированию работы с учащимися 10 классов или, например, по методической работе с учителями. Может быть, по методической работе даже на уровне муниципалитета. Уважаемые коллеги, у нас нет вопросов сейчас пока. Я благодарю вас за работу, совместную работу в рамках этого семинара и желаю вам профессиональных успехов. Всего доброго, уважаемые коллеги. До свидания.